безопасность, чтобы он был здоровый, чтобы он был оптимистически настроенный, чтобы он во что-то верил, чтобы он гордился тем местом, в котором живет, чтобы ему было радостно работать на свою корпорацию, чтобы он с гордостью говорил: я из России, я русский, я россиянин. Вот что нужно. Вот это и есть человеческий капитал, на мой взгляд. Владислав Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Екатерина, я из проекта «Сталь», город Кострома, комиссар движения «Наше». Хотела задать вопрос. Вот вы прошлись по Селигеру, увидели все проекты, которые представлены, и уже заметили, что Селигер 2008 в целом и все проекты направлены на реализацию плана 2020. Вопрос следующий. Каким вы видите Селигер 2009? Не могу сказать, что я заметил, что прям весь Селигер направлен на стратегию 2020. Достаточно, да. 2009 просто будет. Да. Ну, да, кстати, это правильное замечание. Во-первых, я надеюсь, что Селигер 2009 на самом деле будет. И во-вторых, это Василий Георгиевич мне сказал, не я. Ему аплодисменты. А во-вторых, я надеюсь, что он будет по-прежнему просвещен реализацией программы 2020. И так до 2020 года. Добрый день. Апухтина Любовь, молодежно-патриотическая организация «Сталь». Владислав Юрьевич, проект, организация. Владислав Юрьевич, для того, чтобы быть настоящим искренним патриотом, необходимо быть конкурентоспособным. Какими качествами для этого необходимо обладать? Вот назовите, пожалуйста, на ваш взгляд, 3 основных качества, чтобы быть конкурентоспособным. Спасибо большое. Я только что примерно об этом сказал. Я считаю, надо быть по возможности умным, насколько это позволяет ситуация. Да. И все-таки это от Бога. И мне кажется, иметь просто позитивное отношение к жизни, позитивное, знаете, быть к жизни терпимым, снисходительным, не считать, что все абсолютно неправильно, видеть, что все неправильно, но очень кропотливо и аккуратно работать по изменению жизни к лучшему. И, наверное, быть волевым, конечно, человеком. Не уставать быть последовательным, идти до конца, не бросать на полдороги хорошее дело. Если, конечно, оно хорошее. Если вы увидите, что дело, которым занимаетесь, идиотское, то лучше бросить. Спасибо. Проект «Сталь» не задает на этой встрече больше вопросов. На форуме представлены десятки проектов, будет несправедливо, да. Владислав Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Ирина, я представляю проект «Русский стиль». И у меня вопрос, касающийся глобализации. Вот глобализация нам постоянно что-то навязывает, и в ее условиях очень трудно сохранить самобытность. Но в то же время мы хотим, чтобы Россия была лидером в условиях глобализации. Вот какая, на ваш взгляд, есть наша национальная черта, могла бы стать определяющей для успеха России в глобализации? Спасибо. Я так понимаю, глобализация нам что-то навязывает, но все-таки мы должны успеха добиться в ее рамках, да? Я с вами согласен. Потому что, мне кажется, эти процессы этой глобализации, они достаточно объективны, они будут происходить, развиваться, я думаю, достаточно болезненно будут развиваться. Но в конечном итоге, извините, что я 2 слова на эту тему скажу, это, к слову, о понимании патриотизма. И я думаю, что в каком-то отдаленном будущем, наверное, возникнет и действительно мировое правительство какое-то, и, наверное, границы между странами превратятся в границы между регионами. Но я считаю, что мы должны задавать друг другу эти вопросы, аж как нам добиться в этих условиях чего-то хорошего для себя. По простой причине мы все-таки должны думать, что даже если когда-то, очень не скоро, государства станут совсем другими, и возникнет какая-то всеобщая всемирная федерация. Наверное, к этому хорошо стремиться. Что ж плохого в том, что мир будет открыт, и что вы можете ехать туда-сюда, и видеть все его разнообразие, и чтобы все человечество было заодно в решении каких-то крупных проблем, и было дружелюбно друг к другу настроено, и не воевало, да? По крайней мере, чтобы больших войн не было. Но я с этим согласен. Более того, я считаю, что надо примерно так и видеть дальний самый горизонт. Мы, правда, вряд ли до этого с вами доживем, но тем не менее, к этому стремиться – это благое дело, потому что об этом мечтали все самые гуманные, самые благородные люди и мыслители человечества. И даже все религии учили этому, что это и есть цель, что это и есть благо. Я просто всегда, мы сейчас на Тверской земле находимся, когда возникает вопрос, а зачем тогда вообще что-либо делать, потому что и так глобализация, авось там
вот надо отдаться, да, придут умные инвесторы откуда-то из-за бугра, всех нас научат, наймут, рассадят по партам, поучат, ну как в колонию, да, и все будет хорошо. И так есть кому нами заняться. Вот на самом деле такая точка зрения, она присутствует. И вроде как потом же все равно будут равны, все будут жить одинаково и прекрасно, так зачем сейчас к чему-то стремиться? Я это слышал от очень взрослых и умных, поверьте, людей. Простой пример. Тверская область когда-то была Тверским княжеством, и она находилась в состоянии довольно долгой войны с Московским княжеством. Она воевала с ним за доминирование в русском мире, в этом северо-русском мире. В результате Москва победила. С тех пор нет никакого суверенного Тверского княжества, нет, есть большая Россия. Это что же некая глобализация произошла, правда? Куча ханств, там, княжеств, она объединилась в вот такую большую страну, как наша. Но заметьте, московский регион, Московская область, москвичи живут немножко иначе, чем тверичи. Правда? Потому что они 500 лет назад победили. Это очень важно. И я думаю, что у России ведь тоже разные могут быть перспективы. Вот будет такая русская территория. Здесь когда-то была Россия, допустим, кто-то скажет. Вопрос, как это будет мировой Гарлем, это будет какая-то вот, Сибирь, вот это куда ссылают всех со всего мира. Или все-таки это будет элитный район, где живут умные люди, благоустроенный район, которым будут гордиться, куда будут стремиться люди из других регионов будущей глобальной федерации. Поэтому, мне кажется, мы сегодня должны сделать все для того, чтобы в будущем здесь в России, Россия была престижным местом. И это вполне нам по силам. Что касается русского характера, там, и что из него, да, ну черта русского характера, что из него много чего можно взять. Я считаю, что все-таки это... Я уже об этом, кстати, где-то там даже говорил и писал. Мне кажется, это наш, безусловно, идеализм и наша вера в какие-то возможные другие миры, в какое-то другое будущее, в какое-то очень позитивное. Это она у России есть. И наша склонность видеть мир в цельности, не разделяя его, не разъединяя, не расчленяя его, а представление о том, что все могут жить в гармонии, и что не надо одним обязательно нападать на других, чтобы родилась истина, что истины можно добиться путем сотрудничества, а не только путем соревнования. Хотя и соревнования, конечно, нужно. Но я все-таки считаю, что это упорство, потому что русские люди могут впадать иногда в малодушие, но ненадолго. Они потом, как правило, собираются и концентрируются и добиваются своей цели. Я думаю, упорство и воля русских людей тоже нам, конечно, пригодятся. А кроме того, последнее, не забыть про свои мозги. Россия – это очень умная нация, потому что мы вот сегодня со Шлегелем обсуждали, я везде это напоминаю. Конечно, можно гордиться космосом нашим и так далее, но мы как-то забываем, потому что это меньше рекламируется, о более современных вещах. Ну, давайте телевидение возьмем. Это мы много раз с вами говорили. Русский инженер Зворыкин изобрел телевизионный приемник. А еврей, выходец из России, товарищ Сарнов, но он эмигрировал из России, но тем не менее был нашего русского происхождения, сделал телевидение глобальным. Он создал телевидение как массовую индустрию. Это он отец мирового телевидения. Ну, это сделали, повторяю, выходцы из России. Это огромное достижение, которое изменило лицо человеческой культуры в 20 веке, глобальным образом повлияло на саму нашу цивилизацию, причем в мировом масштабе. Это сделали русские люди. И опять же иммигрант, к сожалению, Сергей Брин, основатель Гугла, на современном этапе это №1 поисковая система, да, как бы там кто к ней не относился, это тоже выходец из нашей страны. И я считаю, что эти примеры должны нам показывать, что мы можем гораздо больше, чем многие другие народы. И мы должны не забывать об этом. И не надо тут голову, нос задирать, да. Но здесь есть один аспект. И Зворыкин, и Сарнов, и Брин, иммигранты. И тут я возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Мы должны полюбить друг друга. Я извиняюсь за это. Мы должны беречь друг друга, уважать друг друга и ценить вот таких людей, беречь их просто как зеницу ока. Делать для них все, лишь бы они оставались среди нас, лишь бы они работали на нашу страну. Вот если мы этого не поймем, если мы будем по-прежнему к людям относиться высокомерно, там, скажем, с государственных позиций и так далее, то вот это то, как раз, что в русском характере можно чуть-чуть поменять в нашей политической культуре. Нам не хватает внимания к людям и вот этого бережного отношения к людям. Тогда все великие русские могут превратиться в эмигрантов, нам это не надо. Надо, чтобы они были здесь работали, и здесь у них все получалось. Спасибо. Извините, такой долгий ответ.
Здравствуйте, Владислав Юрьевич, простите. Делегация Мишки, вот такой вопрос. Как вы считаете, нужна ли нашей стране детская идеология? Если она нужна, то какая именно? И чем она будет отличаться от взрослой? Спасибо. Нет, детская идеология, я первый раз слышу такое словосочетание, это посильнее суверенная демократия. Но я думаю, насчет идеологии я отложу. Мы тут вот знаем, да, с вами термин, что это означает. Некоторые из ваших лидеров, они знают, просто очень точно могут сейчас сказать, что такое идеология. Но в принципе, если говорить о том, что нужен ли какой-то комплекс ценностей, который доступными детям способами будет до них доноситься, я в этом абсолютно уверен. И что этот комплекс ценностей, конечно, может быть выработан только обществом в целом, его нельзя где-то там нарисовать и, так сказать, навязать. Но то, что выработано и уже имеется у нас, да, ведь это ценности довольно очевидные, да, я уверен, что государство в том числе должно содействовать внедрению. Когда нам говорят, что там вот это нельзя, ничего нельзя обсуждать, тут это... Знаете, во всех демократических странах с самого раннего возраста очень активно детям дается представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое их собственная страна, чем она хороша и так далее, и так далее. Я думаю, что нам это абсолютно необходимо. Это происходит, но, мне кажется, происходит в недостаточной мере, потому что в какой-то период времени мы увлеклись таким нигилизмом, когда считалось, что вообще детям ничего не надо внушать, они должны расти какими-то там полностью от всего свободными. Что значит полностью свободными? Я не очень понимаю, что это такое, да? И думаю, что идеология, наверное, такой термин отложим в сторону все-таки, но, повторяю, воспитание детей в нужном духе, конечно, это задача всего общества и в том числе государства. Да, спасибо. Извините, какое, что это такое? Знаете, я думаю, что эти вещи все такие очевидные. Я вообще до сих пор, например, руководствуюсь в жизни кодексом чести, который был у нас во дворе. Значит, если тебе дали по носу, не ябедничай, не бегай к маме, да, сам разберись. Не обманывай, делись, когда у тебя что-то есть. Да, не бей тех, кто слабее тебя, да, не нападай в 10 на одного. И если тебя бьют, пытайся сопротивляться. Если не можешь, с достоинством сбеги. Да. Это простые вещи, и мне кажется, не надо что-то такое нам заново придумывать. Это компас для любого человека на всю жизнь, но это именно в детстве внушается, и это в детстве происходит. Спасибо. Значит, проект «Стартап», Кривцова Екатерина. У меня такой вопрос. Вы говорили по поводу утечки мозгов. Я вот один из тех мозгов, который чуть не утек. Вот. Дело в том, что я в 11 классе уезжала по обмену в США, проучилась там год, и мне поступило 3 предложения поступить в вузы по технической специальности. Вот, но я отказалась, вернулась сюда как истинный патриот. Но вы сейчас... Да, сейчас тоже как бы есть предложение из-за рубежа уехать. Вот. И вы говорили много, и можно, скажем так, обозначить 3 проблемы, почему происходит утечка мозгов и почему люди не возвращаются. Это деньги, престиж и условия труда. И у меня в связи с этим такой вопрос. Какие меры уже принимаются и будут приняты государством для того, чтобы эти проблемы решить? Ну а мы, конечно, будем содействовать. Спасибо. На самом деле меры пока только начинают, скажем так, приниматься. Они, конечно, недостаточно еще, но уже несколько лет действуют, скажем, гранты молодым ученым, вот если говорить. Сейчас мы даже выходим на президентскую премию для молодых именно ученых, не старше 35 лет. Это, я, может быть, что-то сболтнул сейчас, потому что это еще не вышел указ, но, видимо, я что-то увлекся, да. Вот. Ну, короче, такой разговор у нас происходит. Вот. И есть система стипендий. Знаете, есть вот они пока денежные вопросы, очень медленно, но решаются. Я повторяю, это только начало, это абсолютно недостаточно. И это должно принимать совсем другой, на мой взгляд, масштаб. Более того, быть еще... Тут еще важно ведь
куда это все, да, вкладывать? Ведь можно деньги раздавать достаточно бесцельно или не в те руки, и они будут как бы наоборот приносить вред, да, и такие вложения, стимулируя не то, что нужно, да, поощряя людей в их заблуждениях, скажем так, да. Поэтому это отдельный вопрос, еще методика. Но эта работа идет. Что касается престижа, очень мало делается, я считаю, потому что мы пытаемся, повторяю, везде, где можно, как-то вот это вот уважение и заинтересованность в людях, которые что-то могут навязывать, если угодно, насаждать. Вот, но здесь тоже работа, я считаю, в самом начале. Вот условия труда, вы знаете, опять-таки сделано очень мало. Здесь речь ведь идет и о жилье, и о, скажем, если это ученый, то это нужна и лаборатория, если это инженер, тем более там она нужна и так далее. Вот повторяю, все только находится на старте. Мне нечем пока всерьез похвастаться. Если бы я был таким умелым бюрократом, я бы сейчас вам зачитал какие-то цифры, но они ничтожные достаточно, эти цифры, поэтому не будем пока этим хвастаться. Вот. Но я думаю, что это начинается этот разговор, это очень важно, и он, безусловно, я уверен, что он будет иметь какие-то последствия, хотя вот Василий Григорьевич занимался, он знает, насколько тяжело эти вещи как бы, предъявлять и пробивать. Вот. Но мы и здесь сегодня занимаемся вот этой настройкой людей, активных людей, находящихся либо на постах ответственных, либо, как вы, занимающихся активной общественной работой, вот на этот новый подход. Поэтому пока мы в начале пути, поэтому что есть, то есть, о чем я вам, собственно, и говорю. А ведь еще помимо этого, я вот сказал об улицах Рязани, там, на которых не так безопасно, как, может быть, на улицах того города, где вы учились. Хотя тоже в Америке разные бывают города. Безусловно, это тоже очень важно, потому что сама культурная атмосфера страны, бытовая атмосфера, ее инфраструктура, в том числе бытовая. Возьмите, какие у нас, сейчас вот на машине, если мы с вами поедем, допустим, я тут как-то ехал на прошлый Селигер на машине, не хочу ничего сказать, никому испортить настроение, в туалет я заехал там. Но, ребята, если бы я был иностранным ученым, я бы убежал бы из этой страны просто в ту же секунду, развернул машину бы и до границы бы просто молотил бы, пока не оглядываясь. Понимаете, это смешно, да это не смешно. Это и есть то, почему нам не доверяют. Столкновение с чуждой телесной практикой, как это называют психологи, или культурный шок, как говорят. Какой он культурный этот шок там? Он, наоборот, не культурный шок какой-то. Если вы увидели Джоконду, да, это культурный шок. А если вы в сортир зашли на этой дороге, то это я не знаю, как назвать. Это огромное препятствие, на самом деле, для притока сюда людей. И для того, чтобы люди здесь оставались. И этой бытовой культурой тоже надо заниматься. Хоть я и назвал большевиков там неудачными экспериментами,